Где я? Это дело. Сейчас, секунду. Я тут. Нет, я не в Украине сейчас. Пока еще не в Украине. Валикум ассалам. Прогресс. Маршло шадеша маршадо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Когда обратно в Украину? Скоро. Тут надо провести некоторую работу. Вот. И тогда я буду, иншаллах, в Украине. Так, Диана Денисовна, валикум ассалам. Рады вновь вас видеть. Ну, я тоже рад читать вас, в общем, видеть вас. Вот, еще тут Мегатрон. Конференция будет скоро. Это будет не конференция, а будет съезд, к которому мы сейчас готовимся. Работа идет полным ходом, есть результаты, люди поддерживают, это самое главное. И поэтому мы скоро его проведем. Иншаллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Борс Барзаев. Ва алейкум ассалам. Саваш, мог всего, и пусть Аллах хранит тебя, брат мой, дорогой Анзор. Пусть Аллах хранит вас всех, нас всех. Аллах рейс курсовый. Аллах рейс курсовый. Чудо он, мать. Как тут шумно. Сяду я в машину лучше. Так, как у меня со здоровьем? У меня со здоровьем все хорошо, не жалуюсь. Прошел некоторые курсы и, в общем, восстановился. Сейчас все хорошо, алхамдулиллах. В последнее время очень занят, ну, работу и так далее, поэтому я особо не успеваю делать разные виды видео, и потому что не хватает просто времени. Времени не хватает, а так много есть что сказать, но сейчас самое главное вот на этом этапе провести вот эту встречу. Вот над чем мы сейчас работаем. Ну что самое главное, то что я вижу каждый день, это то, что наши люди хотят этого и поддерживают. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Баркал, Мегатрон, Безумный Борс и другие. Аллах рейс хуршум масана. В общем, Иштхалдук. Решил вот так выйти в эфир, ответить на ваши вопросы, если что вас интересует. А так, в общем, все идет хорошо, как и планировали. Прогресс, куда ты делся? Слава Ичкерии, Украина, салам from Hungary. Ва алейкум ассалам. Слава Ичкерии, Украине и другим странам, всем странам. Вот. So yeah, you are writing in English. Yeah, I like Hungary.
I've been there, no, I lived there for 5 or 6 years. That was a long time ago during the Soviet Union time. So my father was an Soviet officer in artillery, and we lived in Hungary in two cities. One was Tata, and the other one was Kecskemét. So we lived in two cities in Hungary. Так, ассаламу алейкум, from Джахар пишет. Ассаламу алейкум, валейкум салам. Анзор, один из наших блогеров, поднял вопрос о нашем латинском алфавите 92 года. В курсе ли ты и что об этом думаешь? Ну, что я об этом думаю, чисто мое мнение. Да, я поддерживаю такую идею, но сейчас для меня самое главное даже не алфавит. Ну, на этом этапе. Самое главное сейчас наша организованность. Люди, мы, которые вот живем на чужбине, а нас очень много, более 300 тысяч, чтобы мы показали сегодня миру, ну и себе, конечно, тоже, вот эту организованность. И уже двигались к своим целям. То есть, как я всегда говорю, всегда вот сколько лет я уже говорю, чтобы наконец-то быть едиными. Вот к чему мы стремимся сегодня, вот чего мы добиваемся сегодня. Есть результаты, как я сейчас говорил, и поэтому нам сначала вот это надо сделать, а потом уже поэтапно все, конечно же, работать с алфавитом. Там у нас есть много что сделать, много что поправить. Вот. Так что мое мнение, да, я поддерживаю эту идею. Так. Борис Барзаев. Только что посмотрел интервью Тумсо с нашим старшим братом. Он рассказывал ужас какой-то. Я Аллах, Мадок, Хумду и Гини, Хон, Анзор, он Сауха, Нохче, 77 лет, ему слеп полностью из-за пыток. Нет, я этого не видел, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Безумный Борс Анзор, не пропадай, брат, понятно, что занят, но по возможности заходи, Хоцагуш, Вейганихуль. Войцани Волжка, это, ну, было бы хорошо, если бы мы все сейчас могли бы вот так собраться, встретиться. Вот. Было бы очень приятно. У нас мы о многом бы поговорили бы. Мне интересно ваше мнение. В первую очередь ваше мнение интересно. И даже сейчас, во время вот этих поездок, посещения разных стран, городов, у меня такая цель, именно вот эта цель, узнать ваше мнение, встретиться с вами. И вот, скажем, сегодня даже, вчера, в эти дни я увидел много ранее незнакомых мне людей. И мне было очень интересно общение с этими людьми. Я их никогда раньше не видел. Я много расспрашиваю у них, спрашиваю. Вот сегодня буквально разговаривал, вот, встретил молодежь, с ними общался, просто так на улице встретился. Они узнали меня потом. Вот, Анзор, это ты, да? Говорю, это я в вашем городе. Вот, и разговаривали с ними. Ну, в общем, я у них спрашивал, что да как они хотят, что они поддерживают, что и не хотят. Вот. В общем, узнавал мнение, потому что нам надо, ну, людям, кто на публику так выступает сегодня, надо учитывать вот это мнение. Это, во-первых, надо знать, что хотят люди, надо знать, как они этого хотят. Вот такая цель у меня. Вот прямо даже говорю. Так, Хай пишет. Добрый вечер, добрый вечер. Как скоро могут начаться боевые действия в Чечне? Будут ли в этом году?
Так, еще раз добрый вечер. Я, знаешь, мне жаль свой народ. Мне жаль людей, которые прошли вот эти две войны, испытали на себе, были жертвами этой войны. И поэтому я бы не хотел бы, чтобы на нашей родной земле вновь началась бы война, чтобы вновь там проливалась кровь. Дай Аллах, чтобы все было без крови, а это возможно по воле Аллаха. Если Аллах вот так захочет, Он обязательно так и сделает. Вот. Я не хочу, чтобы проливалась кровь, и тем более к этому не призываю. Но я уверен, что скоро что-то изменится. Что-то это то, что этот малоумный балбес, он будет искать себе место. Искать себе место. Вот-вот. Прямо сейчас дату и время тебе назовем, подожди. Валейкум ассалам. Как ты? Алхамдулилlah, у меня все хорошо. Малмалола анзор и так и хакарчи вай махкар лахки еш йохон вай. Малдал ишамяц. Я маллур мадац. Я карлур мадац. Де сун саитра ца шаш гоуш я лохкар буар хит сун инц. Вайн хочет арбацон. Хочет арбац. Безумный босс. Анзор, мы хотим жить в правовом государстве, чтобы у нас были свои паспорта, чтобы во всех странах у нас были свои посольства, чтобы мы вкладывались в свое государство. Конечно же, так и должно быть. У нас должны быть все эти атрибуты, должен быть закон, вот, низам, как говорится, дисциплина, порядок. Вот, и все мы должны работать для этого государства, то есть для нашего народа. Для нашего народа. Надо дать народу то, что он хочет. В первую очередь вот эту свободу. Свободу, вот, как она у нас была всегда. Она в действительности у нас была. У нас, как говорится, была демократия. Вот. Люди имели свой голос, свое мнение, чего сейчас нету. Но все вернется, иншаллах. Валейкум ассалам, чужой среди своих. Какое государство мы будем иметь? Шариатское государство или демократическое? Ну, всю нашу историю мы были демократами. Понимаешь? То есть мы учитывали мнение народа, уважали свой народ и так далее. То есть мы, наверное, больше всего демократы, чем кто-либо другой. Но по поводу шариата или, как ты спрашиваешь, или демократическое там государство будет, это уже, знаешь, после деоккупации, это надо спросить у народа. Вот, у народа. Паула Отто, Делда Албо, Бадерк и Кадыров, старший Барык Хил, Бог, Шхезихон. Ну, я не знаю, такие его подробности. И вообще об этом не хочу говорить на самом-то деле. Надоело называть эту фамилию. Раздули, ну, из мухи слона сделали. Вот Кадыров, Кадыров. Да кто он такой, чтобы о нем даже вообще говорить? Кто он такой? Кто-то, да, я понимаю, кто-то там ловит хайпы на этом чудике. Но даже он не заслуживает такого внимания, чтобы о нем говорить. Война в этом году, ну так крупномасштабные боевые действия. И все говорят там Кадыров, кадыровские войска, кадыровские полки и так далее. Вот, ну, как бы
напугались на самом деле. Но потом, когда начали их лупить в Украине, вот, тогда уже поняли, что это никакие не войска, а обычные тиктокеры. Вот. Тиктокеры, из которых сделали вот заградотряды, и они не участвовали в боях, вот таких прямых боях. Вот. И поняли, что сам Кадыров этот, эта свинья, из себя ничего не представляет. Поэтому я даже не хочу про них говорить. Так, самое нормальное. Анзор, даже если Россия с треском проиграет в Украине, то изменится для что изменится для московской власти? Русские же не будут против них все равно. Тем более, они будут вести пропаганду, что они там задачи выполнили. Ну, Москва, Кремль, Россия, они уже проиграли. Они проиграли в первые дни, когда вторглись вот так крупномасштабно в этом году. В первые дни проиграли. Даже вот посмотреть по потерям и по сегодняшним обстрелам мирных городов Украины ракетами, там, дальнобойными ракетами. То есть видно, это бессилие. Бессилие такой огромной страны, ядерной державы. Они не могут ничего сделать с Украиной теперь. Сами влезли вот это, влезли и не знают сейчас, как выпутаться из всего этого. То есть Москва проиграла. По-любому так пойдет и дальше. Украина обязательно победит и должна победить. И это произойдет. А вот пойдут ли русские против, там, ну, я не знаю, русские такие с безразличием люди, им все равно. Вот посмотрите, вспомните, как у нас во время войн на чеченской земле, да их пачками, там, тысячами их ложили, и им было все это безразлично. А сегодня вот даже вот такие мемы там ходят, мол, мать растит своего сына для получения нового автомобиля. Ну, примерно вот так. То есть они рады, что они получают деньги за то, что их сыновей убивают. Понимаете? Вот даже перехваты переговоров были. Тут в интернете лежат. У них полное безразличие ко всему. К своей стране, к своему народу. Вот. Вот так вот. Так, Арон или честь нации: Джоухар, Аслан, Зелимхан, Шамиль, Хатаб, Гилаев, Асланбек, Большой, Жим Асланбек и многие герои нашего народа. Пусть Аллах помилует их всех, это герои нашего народа. Они отдали жизнь в борьбе против русских оккупантов и фашистов. Вот. И теперь мир понимает, мир открывает глаза и понимает, что мы, наш народ, воевал за наши права против этой варварской России. Вот. Аллах газет побыл дверси масыра. Валикум ассалам всем. Анзор, для чего Кадырову нужен ПВО? Боится, гад. Боится. Чувствует, что, ну, видите, сейчас, что бы они там ни говорили, там, какой шашкой они не махали бы, не пугали бы людей, у них сейчас это ничто не проходит в Украине. То есть им там дали жару, конкретного жару. И теперь это
плохо скажется на тех предателях чеченского народа, которые служат Путину. То есть по-любому скоро все изменится. И вот поэтому он их просит, умоляет Путина, чтобы ему там выделили эти ПВО и так далее. Ему ПВО не поможет. Не поможет. Вся мощь у Всевышнего. А он все решит. Иншаллах решит. Будет справедливость. Allah resvul musana. Allah resвul. Ичкеря репост. Так, валикум салам, Саваш. Рад тебя видеть. Я тоже, брат. Опять на пути. Ну да. Встречаюсь, готовимся. В последнее время я очень много людей увидел. В основном так, целенаправленно пытаюсь встречаться с молодежью, нашей молодежью. Вот. Сегодня, вчера, в эти дни, в общем, встречаюсь с людьми. Габриэль, вы иншаллах хербой, Барт. Иншаллах хербон. Хульшбон. Хил лучуна, халит лучуна. Иш шаш гуч бюрш бо, тебохш бо, гош детлуш до цан бези Барт. А Барт цахулич беша. والله تصير شيخ لا أرسون تاقا صالر وقصو تغن تقيوا نخبو شيء أمبيتسر شو شيء أمبيتسر داتsa يخلو شيء هينت даже داتsa يخلو إشتري هينت داتsa يخلو إيش يلا ياتsa إيش عنكر خيتا تخير بوقي برد وغ بير بوقي برد إذا يوه تبعه خلشي يبرت بلوك شوي بويتس إذا تو أشوفهم تغن قان إذا خيرو تاق قان عينا بخي إذا خيرو إشت دور دو أو بير ببرت تعصمش ليل دو تعصمش وقتوا يزا دو إشوين مرشبوخة цербол чака дейдац. Вот. А то борт хербо. Да, так, чечен сарацин. Валейкум ассалам. Вы цах туам да бул бельч вайн обу ченяш ела геш массу хума ойл ир хирюкаш. Дела чо ца сун ца дица халхум дуе сунам цалар тан вай ци андуйла вай кома туардац шитуам ген вай коман цейцайнш цан кепар кич аур цан дверзердац тишал тешанусу ишт оцхоман ойле езвай тагана ца хах бел эзершка ишта Украине кича ишт сунам цавудела модерч вай дукти айн وقشنت أمح أن تقول أربعة بتش حلقة تبونش بو تيجا دقتي عن نوي نخشي سون ده تميخ الخيط سونه
Donaš dad iezvoja, cīts ainš ar dad iezit ar hum. Вождега дал ишт хилитанчуна резду кодамова. Пауло отдо. Анзор, что у тебя осталось из одежды и вещей вообще Аслана? Что у меня осталось от отца? Ну, я честно так открыто скажу, мало чего осталось. Есть некоторые вещи, которых я храню. Вот. Чужой среди своих. Я не думаю, что Россия проиграет, потому что от этого зависит вся путинская власть. Ведь от этого зависит вся путинская власть. Почему не проиграет? Уже проиграла. Если Путин летит там в Иран, просит там беспилотники, и посмотрите, как его встречают, отношения Эрдогана к Путину, ну, посмотрите на все это со стороны. И поймете, что Путин себя просто унижает сейчас. Он унижает такую большую страну на самом деле. Вот. И, как говорили наши лидеры, он эту страну раньше, да, добивал, а сегодня он ее просто добил. Это большой позор для России, вот, стать страной-изгоем. Никто не хочет сегодня иметь какие-либо отношения с Россией. Я имею в виду из больших таких стран, да, какие-то там мелкие страны находятся, но большие страны не хотят уже иметь что-либо, не верят этой России, этому Путину. Холден Тау, так, украинцы показали всему миру, что это не войны, а клоны. Все их так боялись. Народ Ичкерии, Украины, настоящие братья, предпочитают умереть, нежели быть рабами и снова плечом к плечу. Так, ну начну сначала. Украинцы показали всему миру, что это не войны, а клоны. То есть ты про этих путинских свиней говоришь. Ну, хотя мы показали, чеченцы показали, кто они на самом деле, эти петухинцы. Вот. Им мы на весь мир трубили, что они никто, что они себя ничего не представляют, что это не воины, обычные предатели, которые что могут сделать, только унижать мирных людей, позорить их, пытать их, убивать их. Вот что они хорошо умеют. А воевать, как они умеют воевать, показали наши герои чеченского народа, и сегодня показывают украинские герои. И также те чеченцы, которые сегодня воюют в Украине против русских оккупантов. Вот. У них нет идеи, у этих русских оккупантов. Они не знают, за что воюют. Да, они воюют только за рубли. Вот. А украинцы сегодня воюют за свою землю, за свои дома. И поэтому они победят. Анзор, так, Стурм, валикум салам. Как насчет наших соседних республик? Какое положение будет у них? Захотят ли они быть независимыми? Ну, это уже спрашивать надо у них. Ну, я знаю, что мы, чеченцы, да, мы обязательно будем независимы от этих варваров, будем свободными. И мы освободим нашу землю
а это скоро произойдет, иншаллах. Вот за что я переживаю. А так, да, я очень надеюсь, хотел бы, чтобы и другие республики, и другие государства тоже были бы независимыми. И на Кавказе, чтобы мы, эти государства и эти республики, дружили между собой, имели хорошие отношения, то есть были едиными. Абдурахман из Турции, валикум салам. Как там ситуация на фронтовой? Русские продвигаются опять? Ну, это уже надо смотреть ленты официальных СМИ Украины, которые вот выкладывают ежедневную информацию о событиях, о войне в Украине на фронтах. То, что я знаю, последняя моя информация, это русские просто выдохлись, и у них даже не хватает боеприпасов, ну, дальнобойных. Вот то, что я слышал. Валикум ассалам. Особо саптагу алаш. Так, ну я, наверное, сейчас буду завершать. Пройдусь по комментариям. Ну, еще хотел я вот озвучить вот такую мысль. Если бы сегодня вот если бы Украина признала бы сегодня оккупацию территории Чеченской Республики Ичкерия Российской Федерации, вот, и во-вторых, признала бы геноцид чеченского народа русскими оккупантами, а затем, если бы Украина признала бы Чеченскую Республику Ичкерия, я уверен, что люди, чеченцы, которые проживают за рубежом и которые проживают дома на чеченской земле, у них поднялось бы вот это настроение. И вот я почему это говорю, потому что люди сегодня живут надеждой, что вот так нас признают, вот так нам помогут. И вот уже после такой даже поддержки я уверен, что люди просто встанут. Вот что нужно в первую очередь сегодня как бы не только от Украины, но и других стран, чтобы, как я сказал, признали оккупацию Российской Федерации территории Чеченской Республики Ичкерия. Второе, признали геноцид чеченского народа той же России. И третье, признание Чеченской Республики Ичкерия, то есть как государство. Вот. А так, вот в последнее время, ну, я раньше не говорил вот это, но сейчас, думаю, можно сказать, все это время мы встречались с разными политиками, европейскими политиками, общались с ними. Это политики разных стран Европы. Также США и другие из других стран тоже. То есть мы сегодня видим это понимание. Мы сегодня добиваемся того, чтобы донести вот именно вот эти пункты, которые я сейчас сказал, что это нужно сегодня чеченскому народу. Необходимо, чтобы народ почувствовал, что есть люди, которые хотят помочь чеченцам. Чтобы вот эта справедливость восторжествовала. Вот над чем мы сегодня работаем. И мы видим вот это понимание, мы чувствуем эту поддержку. И поэтому
мы говорим вот так, с такой уверенностью, о наших делах, о целях. Вот. Ну, особенно вот в последнее время работа со съездом. Да, появляются там некоторые противники, которые там что-то пытаются сказать, что это съезд будет похож на Кадыровский съезд, там, даже вот это я слышал сегодня, что ничего у них не получится, что якобы мы хотим создать четвертое правительство, или там избирать лидеров. Нет, все это неправда. Мы хотим просто сделать все возможное, то, что в наших руках, чтобы объединить людей. Я не буду говорить о каких-то правительствах, которые не существуют. На самом деле никаких правительств Ичкерии сегодня не существует. Есть остатки того, что у нас осталось. Это бывшие министры, бывшие депутаты, бывшие вице-премьеры там, или представители. Вот. Но никак эти люди не могут собраться и даже ради Аллаха сесть и что-то сделать для людей. Поэтому надо что-то делать, и мы будем это делать. И никто нас не остановит. Вот. Иншаллах. Анзор, тебе не кажется, что Путин намеренно разваливает Россию? Пишет ВДЗ. Ну, я не скажу, что так может быть и намеренно. Ну, человек очень глупый. На самом деле, кто-то раньше там считал, и может сегодня считает его умным, там, да, он на спецслужбы работал, на разные свои там КГБ, ФСК, ФСБ. Но просто видно по человеку, что он просто неадекват. Бандит. Помните вот эти бандитские элементы, там 90-е, вот часть тех бандитов на самом деле. Абдурахман, насчет Эрдогана, ну, я его считаю грамотным политиком. И, конечно, он же переживает за свой народ, за всех тюрков. И будет делать все для своей страны. То есть у него вот эти интересы. Адам Вольф, почему мы все чеченцы, живущие за пределами республики, не придем к одному единому мнению, на чем-то объединившись и создав один единый центр, где все, кто называет себя властью и политической силой, силой будут там. Лет 11 тому назад, да, я бы показал бы тут сейчас документы, у меня сейчас с собой нету. В общем, лет 11 тому назад я сделал вот такое обращение, открытое обращение, написал, на разных сайтах опубликовал именно вот это. Почему мы не придем к одному единому мнению? Оставив все там оговорки, амбиции, вот просто ради людей, ради народа. Конечно, в первую очередь ради Аллаха, потому что Аллах нам говорит это. И ради тех, которые погибли, ради всех лидеров, ради всех муджахидов, которые погибли в бою против русских оккупантов. Ради всего этого, почему мы сегодня, это я говорил 11 лет тому назад, мы не можем объединиться. И что потом получилось? Вот эти люди, которые называют себя правительством сегодня, они
ополчились против меня. Вот. Ну, пытались как-то принизить вот эту работу, там, дискредитировать. В общем, ну, тогда я понял, что рано об этом говорить. И сегодня то, что мы сейчас делаем, съезд, там, встреча, наша объединенная встреча, и что мы сегодня с людьми встречаемся, открыто выезжаем в разные города и открыто даже вот так на улице встречаемся, разговариваем с народом. Вот. Именно для этого, именно для объединения наших людей. И оно уже идет к этому, происходит это. То есть люди не хотят жить так, как жили вот 20 лет, без никакой надежды. Вот. Люди хотят увидеть, что кто-то за них беспокоится, кто-то беспокоится за их будущее, и кто-то готов строить это будущее. Но я еще хочу подчеркнуть, что никто здесь не собирается устанавливать власть, понимаете? Никто даже не имеет права этого делать. Власть, там, лидерство, там, президент, там, и так далее. Все это будет, когда мы вернемся домой. Мы всегда вот так это подчеркиваем, всегда это говорим. Мы не имеем права сейчас проводить какие-либо выборы. Мы должны вернуться домой, на свою землю, после деоккупации. Как это произошло в 96-7 годах, вот так и произойдет сейчас. А сейчас мы должны больше агитировать, больше разговаривать с людьми, больше встречаться с людьми, узнавать их мнение, подтягивать их к себе, показывать им, что ведется такая работа, что это все ради того, чтобы мы были едиными. Вот что сегодня нужно. Вот такое у меня мнение. Назмар Драк. Так, Анзор, ты считаешь, что в нынешних реалиях ЧРИ сможет жить без остальных республик Северного Кавказа? Ну, мы и раньше жили. Мы умеем жить, мы умеем выживать. И мы, да, можем жить без остальных республик, государств даже. Но обязательно будут и должны будут отношения, дружеские отношения и другие там отношения. Они должны быть. А так жить мы можем, да, сможем. Чечен Сарацин. Анзор соцница у сюга цао веши алла рейс хурса ваш валлахи сун шугич докумах ет шуц гошкач докумах ет сун шуц камел дяш шугладухша сун таган уггалчо десхум дук сун таган делаха дук алла рейс ху ха иштам больше коза гусун. Так, Адам Вульф. Будут единым целым на одной идеологии, где после этого мы показали бы всем, в частности чеченцам, живущим на родине, что у нас есть потенциал на будущее и планы во всех направлениях, чтобы народ, так, он дальше, наверное, пишет, чтобы народ наш делал ориентир на тех, кто за независимость. Ведь при таком раскладе мы могли бы переманить на свою сторону тех, кто за Россию, и благодаря этим людям начать деоккупацию нашей Родины. У нас достаточно сил для деоккупации на самом деле. Сегодня, да, мы ищем поддержку, мы находим эту поддержку информационную, политическую и на будущее, и другую важную, очень важную поддержку тоже. У нас почти все готово. Почти все готово. И никто, конечно, не может сегодня сказать, определить вот эту дату, как тут один брат наш писал,
когда это все произойдет. А оно произойдет, оно должно произойти. И сегодня мы видим по настроению народа, тех людей, которые живут на чужбине, и те люди, которые живут дома на нашей родине, мы видим настроение этих людей. Мы видим, насколько надоело этим людям вот эти все унижения, даже вот то, что без разбора забирают сыновей или там под давлением отправляют в Украину умирать. Умирать за этого Путлера, за этого поросенка Кадырова. Вот. Все это остановится, иншаллах, скоро. Так, безумный борс. Анзор, я задавал этот вопрос в чате насчет тех, кто дома. Можем ли мы, жители оккупированной Ичкерии, принять участие в съезде через какую-нибудь интернет-платформу? Да, сможем. Мы обязательно, так, ну, в общем, будет прямой эфир. Люди смогут задавать вопросы. То есть мы все это организуем, иншаллах. Qatar Kolbu. We in Indonesia have very little information about the humor of Kadyrov's troops. Please post more about their comedy dramas. You know, my brother or sister, I don't know, sorry. Yes, I'm agreed that you have no information about the Kadyrov or Putin, about the war in Chechnya, or about the war in Ukraine. But let's say short, we call these guys, Kadyrov's guys or Putin's guys, the soldiers, we call them TikTokers. They are not fighters. They are not fighters. How can we call a man as a fighter if he is fighting for the money? He has no idea. He has no idea he is fighting for the money. So that's why. Чужое среди своих, так что демократия, Хельес, да? Ну, я еще раз повторяюсь, ну, тут один пишет, так что нам нужна демократия, пишет. Мы демократы. Мы им были всегда. Вот. Покажите мне любую страну, где было больше демократии, чем у нас на чеченской земле. Свобода или смерть. Анзор, чуть выше было мое сообщение. Именем ошибся, извиняюсь, победа за нами. Ну, примерно я понял, о каком сообщении. Нет, все нормально. Yes, and there is one brother, he is writing, Qatar Kolbu, spread the world among Muslim there, that those Kadirovцы are traitors to their nation. Yes, I can confirm that the people of Kadyrov, they are traitors. They are fighting or working for Putin, and Putin was he killed let's say more than 100,000 Chechens. So this guy, this idiot Kadyrov, is working for Putin today.
Майк Тайсон, маршвол, валикум салам, мугу амукшал, алхамдулилlah, дикю. Скажи, пожалуйста, есть ли сегодня у нас заинтересованность в налаживании связи с азиатскими странами? Мы будем налаживать свои связи вот, с разными другими странами, с азиатскими странами, с арабскими, вот, с европейскими, со всеми странами. То есть мы за эти отношения, хорошие отношения. И да, вот как я вижу, тут один заходил, спрашивал, я не знаю, он или она, говорит, что мало информации по войне, по чеченцам, по этому ушлепку из Хоси-Юрта. Вот. И да, вот это человек пишет из Индонезии, азиатская страна. То есть там мало информации. А вот, ну, в Индонезии люди говорят у них бахаса, так, ну, индонезийский язык, и они говорят еще на английском языке. То есть мало информации на английском языке сегодня. В мир, что происходит, вообще какая ситуация на Кавказе, у нас на чеченской земле, что происходит в Украине. То есть надо бы на английском тоже распространять вот эту информацию. Чужой среди своих еще 22 года подождем. Он пишет Габриэлю, который пишет, уже 22 года ждем. Чужой среди своих, который написал, еще 22 года подождем. Нет, не подождем. Хватит, надоело, ждали кого-то, думали, что-то сделают, не смогли даже объединиться, не смогли ничего сделать для людей, дать даже надежду. Поэтому пускай эти люди, как я раньше говорил, садятся в свою лодку и плывут дальше. Так, Ганс Христиан Андерсон. Интересно, интересно. О ком ты сейчас говоришь, Анзор? Сегодня есть реальный шанс получить поддержку мировых лидеров. Нам нужна эта поддержка, но то, как вы ведете себя, это стыд. Мы должны освободить свою землю, а потом уже... Потом уже что? А ну-ка. Стурм с фонда. Аллах рейсхуй, Саваш, Аллах рейсхуй. Ганс, я ищу твое сообщение. Вот, ладно, я сейчас скажу вот так. Ты пишешь, что у нас есть сегодня реальный шанс получить поддержку мировых лидеров. Нам нужна эта поддержка, но то, как вы ведете себя, это стыд. А как мы ведем себя? Вот, напиши мне, как мы себя ведем, что мы делаем плохого, чтобы ты писал вот так, что это стыд. Если я говорю ради Аллаха, оставив все амбиции, встретитесь и решите свою вот эту проблему с единством. Не будьте посмешищем. Вот что я говорю. Я говорю прямо. Вот и скоро уже похоже, что я уже буду называть имена и говорить еще прямее, еще жестче. Понимаете? Так что не надо мне таких сообщений писать. Я на правильном пути. Я делаю и пытаюсь сделать то, что говорит Аллах. А Аллах говорит нам, объединяйтесь. Вот к чему я призываю. И поэтому ты не должен мне писать про стыд. Пускай этот стыд остается у тех, которые не сделали ничего за эти 20 лет.
Старец Фура, Анзор, витаю. Спасибо, я тоже. Прогресс, да, Стурм, Баркал за донат. Еще раз, Стурм, Allah reis хыл, Allah шеда дойра. 400 лет, так, жаль, что... Я, наверное, сейчас до конца пойду, у меня, видимо, батарейка уже скоро сядет. Старец Фура. Я очень рад, что Ичкерия снова обретает свою свободу. Искренне желаю ногчам чеченцам успехов за вашу и нашу свободу. Слава Украине, с героям слава, слава нашим воинам, чеченцам и украинцам. Я думаю, что, ну, свое мнение вот так еще подкорректирую, скажу, добавлю, что сегодня мне кажется, что весь мир обретает эту свободу. От этого, от этой страны изгоя уже, от России. Вот. И мы видим, что сегодня происходит с Россией, что все эти годы Россия там пугала, открыто терроризировала страны и пытается сегодня пугать чем-то, я не знаю чем, у них кажется, там ничего уже нету, чем есть пугать. Вот. Поэтому все страны становятся свободными. Не только Ичкерия, не только Украина. Аш, валикум ассалам, Анзор, хинца ницавуй. Аш, во хинца гузау, виницаву. Ницаву. Тац белш, бабина, нах гина, нах цакамил шхилла, жим бабеш белш бу. Так, кича гурук шунса. Чеченов, чеченский. Валикум салам, алхамдулилlah, шатик дик дутюаду. Allah рейс хульсулаш. Я это не сообщением жоп фортун. Таван лакину цапартуахи на сообщение. Чеченский. Ты видел в Чехии форум о деколонизации Оркостана? Что думаешь, о чем думаешь про ваш план о 3 фронтах в Ичкерии, 16 секторов? То есть наш народ уже очнулся, да, чтобы опять начать жертвовать собой, Баркал. Насчет Чехии, там форум о деколонизации, как ты написал. Ну, деколонизация пройдет не там. Я сегодня делаю акцент на другом. Как мы с тобой уже общались и как я тебе говорил, сегодня просто жизненно необходимо проведение вот этого съезда, нашего съезда. Наконец-то определить себя, определиться, построить вот эту линию, путь, чтобы была дисциплина, серьезность. Вот что нам сегодня нужно. В первую очередь вот этот съезд, а потом уже пойдем дальше. Пойдем дальше. Насчет 3 фронтов и 16 секторов,
Ну, я, наверное, промолчу про это. Промолчу. Мы вообще, не только я, мы не кровожадные, мы не хотим, чтобы в очередной раз проливалась кровь. И дай Аллах, чтобы все это завершилось без пролития крови. Щитуам гинавайн. Щитуам гина. Щитуам лейновой кому. Но по-любому эта деоккупация должна пройти, и она пройдет, и мы освободим свою землю. И мне уже там что-то там у себя подсказывает, что скоро мы уже будем на этой земле, уже на своей земле. Иншаллах. Qatar, we are well educated Islamic people. Support you, my brother. Thank you very much. I'm glad to hear that. The same I can say. I can say that we support you too. We support all the Ummah and the other people. Like we support Ukraine today. We support Georgia against this bastard Putin. Аж, да, я в Ницце. В Ницце, во Франции. Чеченов, чеченский, а какая разница, где он во Франции, остальное не нужно знать. Да я не скрываю, чеченский, я абсолютно не скрываю. Сейчас во Франции, вот в данный момент, вот сейчас нахожусь в Ницце. Могу даже показать место. Freedom Style. Анзор, не нужно реагировать на все сообщения подряд. Нерв шларе. У меня нервы железные уже. Кто-то мускулы качает, кто-то там бегает и так далее, плавает. Ну, похоже, я в последнее время свои нервы хорошо подкачал. Так что на меня никакие там сообщения, комментарии, там высказывания, это все не действует. Поэтому нервы у меня абсолютно в порядке. Железные. В чеченский, Анзор, я тебе давно говорю, что ты должен жестче говорить, иначе именно говорят, ты не хочешь говорить, нам надоело это слышать, мы хотели узнать конкретно именно тех, кто виновен этом, так и делает все против нас. Брат, терпение. Терпение – это победа. Аллах призывает нас к терпению. Все будет со временем. Назовем все имена. И расскажем обо всем тоже. Чужой среди своих. Анзор, дику, алхамдулилlah. Qatar, we in Indonesia will not be tired of providing a copy of your information about your struggle. Don't doubt it, my brother. You know, it's very important, your support. I think you should try to spread the information about the wars in my country, in Chechnya, even about the war in Ukraine today, to show to the people what Putin does in this country, in Ukraine, that he is killing civilian people. He was killing the civilian people in Chechnya. That
two Russian presidents, Yeltsin and Putin, killed over 300,000 Chechens, the Muslims. So I'm just telling it shortly. So I mean, this is a very good idea to spread the information about this tragedy, the genocide. Если мы демократы, то можешь говорить все, что хочешь, как говорится, в свободу слова. Я свободный человек. Я говорю то, что я хочу. И никто из людей не сможет остановить меня говорить то, что я сегодня говорю. Вот так. Мы свободные люди. Казбек Беков, Анзор, я подходил к тебе на конференции. Я так подумал, не хочешь ли ты встретиться? Я буду только рад встретиться с людьми. Ну, для меня это очень важно сегодня с вами встречаться, вот, обсуждать вот эти сегодняшние вещи, планы. В чеченский брат, мы не кровожадные, но лучше пролить кровь за наше государство, чем за Оркостан, то есть Россию. Наши и так сегодня погибают, пусть лучше мы прольем кровь за наше государство, а не за оккупантов, чем терпеть это бесчестие. Ну, знаешь, да, как я говорил, мы не кровожадные. Мы никогда не желали что-либо плохого какому-либо народу. Хотя из нас там сделали варваров, там, ну и так далее, и тому подобное. Я сейчас все не буду пересказывать. Называли нас террористами, исламскими террористами и так далее. Но мы всегда призывали к миру. Наши лидеры были убиты в то время, когда они призывали к этому миру. Вот. Но все равно мы не кровожадные. Не кровожадные. Пролить кровь за свой народ, за свое государство на пути Аллаха. Это большая честь для нормального человека. А вот, конечно, так же, как и ты, я не понимаю, никогда не пойму тех людей, которые сегодня отправляются или едут в Украину воевать против Украины на стороне России, которая веками убивала наш народ. Вот. Так что все будет по воле Аллаха, иншаллах. Qatar. In Indonesia, there are some of my friends who have been in Poland, and they really helped us to translate the language from you, brother. Are you talking about the Chechen language? Yes, there are many Chechens in Poland, and let's say in many other countries, in European countries. Не надо показывать место бая. Да покажу я. Вахана хуиршту. Вахана кир диштара. Вот так вот. Тяц был ашербу. Вольниш был.
Чужой среди своих. Аллах сказал: быть терпеливыми, и я вам помогу. И не, ну, звучит как бы убедительно. Эх, а ты сомневаешься? А я не сомневаюсь. У нас есть терпение, и победа будет. Иншаллах, по воле Всевышнего. Так, я уже до последнего сообщения дошел. В общем, да, сейчас я завершаю. Да, мною сейчас были озвучены вот эта мысль, уже третий раз повторяюсь, но было бы хорошо сегодня мировому сообществу и Украине дать эту надежду людям, которые проживают на чужбине, а также которые живут дома на чеченской земле. И каким образом, я считаю, было бы хорошо, самое правильное было бы сегодня вот мировому сообществу признать оккупацию России чеченской территории Ичкерии, во-вторых, признать геноцид чеченского народа, и в-третьих, признать саму республику, Чеченскую республику Ичкерия. Вот тогда у людей появилась бы надежда, вот тогда люди бы встали бы, потому что этим людям надоел вот этот грязный режим, отвратительный режим Путина на чеченской земле. Вот тогда все сдвинется с места. С этим мы работаем, много встречаемся, с политиками встречаемся. Не только с европейскими, но и с другими, и с политиками из других стран. В общем, все идет хорошо. В общем, все будет скоро. И обязательно это произойдет. Обязательно произойдет деоккупация. И все ответят за содеянное. Иншаллах. Майк Тайсон, Анзор, я хочу тебе сказать, что у нас есть очень солидные связи в Азии, которые готовы с нами дружить и помогать нашей Ичкерии. Как-нибудь я тебе познакомлю с ними, если тебе это интересно. Конечно, мне сегодня интересно любой контакт, который будет нам полезен. Любой человек, который будет нам полезен. И ты сказал, вот, да, лучше свяжись со мной, давай поговорим на эту тему. Ну, что сегодня еще важно, люди, наши люди, чеченцы, которые сейчас, например, живут на чужбине в разных странах. Я бы хотел бы еще раз призвать их, сказать им, что нам сегодня нужны помощники. Мы хотим, чтобы вы сегодня встали вместе рядом с нами. Чтобы проявили свою активность. Мы все должны этого добиться. Добиться чего? Добиться деоккупации, чтобы народ вернулся домой. Конечно же, поэтапно, да, поэтапно. Все сразу не происходит. Поэтому вы нам нужны, помощники. На остров Бесталан. Ой, лейвы, цанхаливы. Цанбертахаливы, цанизм дахуаттеевы, кахегивы. Давайте работать. Иштхумду, Аллах рейсуль масана. Я всех благодарю. Мне было очень приятно. Час 15 прошло, да. Аллах рейсуль масанам. Маршалду, Масарга. Еще раз благодарю вас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.